Европейский уровень АВАЦа. Удобная платежная система, современное и качественное оборудование, срок изготовления и выдачи которого 6 месяцев. А в этих новшествах собравшиеся в зале предприниматели рассказывают представители корпорации малого и среднего бизнеса России. Лизинг и кредит – это вовсе не одно и то же, поясняют специалисты в сфере малого и среднего предпринимательства. Кредит – это денежные средства, лизинг – определенное имущество. В данном случае оборудование, которое приобретает предприниматель на условиях договора. Представители корпорации МСПА России поясняют, начинающие и опытные бизнесмены Ингушетии теперь могут взять оборудование по льготным ставкам. 6% годовых для оборудования отечественного производства, 8% для зарубежного. Такая мера поддержки для регионов – новшество. Данное направление лизинга является востребовано в Ингушетии. Мы хотим на сегодняшний день рассказать бизнесу, как мы можем ему помочь по лизинговому направлению, посчитать, какие процентные ставки он будет оплатить по лизинговому направлению. Мы готовы сегодня проработать с каждым представителем малого и среднего бизнеса и увести конкретные проекты, которые будем в дальнейшем финансировать по лизинговому направлению. Но еще раз подчеркиваю, что лизинговое направление – это одно из направлений, которое важное, но его нужно рассматривать, наверное, на мой взгляд, в комплексе. В лизинг предприниматели могут взять оборудование, исходя из сферы своей деятельности. Финансированию подлежит высокотехнологичное и инновационное оборудование для промышленного, финансового, медицинского, а также для сферы переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, оборудование в сфере спорта, туризма и гостиничного хозяйства. С 2017 года в рамках развития лизинговой поддержки корпорация учредила 4 дочерних лизинговых компании. Называются они достаточно просто. Это региональная лизинговая компания Республики Татарстан, региональная лизинговая компания Республики Башкортостан, точно так же региональная лизинговая компания Ярославской области и региональная лизинговая компания на Дальнем Востоке Республика Саха-Якутия. У этих компаний был сформирован уставный капитал в размере 2 миллиарда рублей. И у каждой. И все эти средства направляются и будут направляться на предоставление в лизинг оборудования по льготным ставкам. Ингушетия – преимущественно аграрный регион. Собравшиеся в зале особое внимание обращают на ее сельскохозяйственные возможности. Предприниматели, работающие с землей, осознают важность этой встречи. Марат Теркакиев представляет предприятие «Вежери». Основной акцент аграрии делают на выращивании кормов и семян. Мы сегодня участвуем в этом мероприятии для получения лизинга. Нам это, конечно, очень интересно, потому что там и процентная ставка, насколько мы знаем, очень выгодная для предпринимателей. И сегодня мы представляем свою продукцию. То есть то, чем мы занимаемся, можете увидеть, это кукуруза, овес, ячмень, суданка. И я надеюсь, что в дальнейшем у нас на перспективу, конечно же, будем развивать свое производство и благодаря именно этому мероприятию и с получением данного лизинга. Особое внимание региону специалисты корпорации малого и среднего предпринимательства уделяют не случайно. Здесь и отдача идет высокая. По государственным закупкам регион среди Кавказа в лидирующих позициях. Республику Ингушетия, то в 2018 году объем закупок у субъектов МСП составил 3,3 миллиарда рублей. С одной стороны, это третье место по СКФО. С одной стороны, казалось бы, по сравнению с общими цифрами они не такие большие. Но с другой стороны, мы видим, собственно, по аналитике рост. Потому что, например, в 2017 году всего лишь было 12 договоров, заключенных крупнейшими заказчиками, субъектами МСП, зарегистрированных на территории республики. На сегодняшний день это уже 64 договора, то есть практически в 5 раз выросли показатели по закупкам. В приоритете еще крестьянско-фермерские хозяйства. Здесь тоже необходимо оборудование, если фермеры производят мясную и молочную продукцию. Важнейшей составляющей на сегодняшний день является имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства в качестве лизинга. В связи с этим на сегодняшний день республике дает старт льготный лизинг, который обеспечит поддержку со своей стороны, поддержку именно малому и среднему бизнесу в связи с гарантийной поддержкой фонда поддержки предпринимательства и федеральной корпорации. У нас Ингушетия является одним из приоритетных направлений в рамках развития Северо-Кавказского федерального округа. Ни для кого не секрет, что
очень часто компании рыночные, лизинговые не идут в субъекты Северокавказского федерального округа. И для нас это было еще одной причиной для того, чтобы свои усилия в рамках лизинговой поддержки направить на данный регион, который является привлекательным, обладает высокой производственной базой, которая непосредственно нам нужна для того, чтобы предоставлять оборудование в лизинг. При поддержке Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса в республике реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе один из них завтра откроется, состоится торжественное открытие с участием руководителя корпорации. Ну а впереди насыщенная просветительская информационная программа, направленная на поддержку предпринимателей. Лина Сычева, Магомед Даскиев, Новости 24.